Старость. Я езжу по единоразовой 25 рублей. Я долго думал над этим вопросом, потому что скорее за. Хорошист, троечник. Бывает, что и двоечники существуют. И я сейчас не готов ответить организации больших крупных мероприятий. Приветствую всех! Вы смотрите выпуск номер 4 «Отчет должностных лиц». С вами Марика Амосова. Кроме готовых выпусков, еженедельно каждую среду в 19:00 подключайтесь в прямую трансляцию в Инстаграме на страницу OneClick Якутск и задавайте свои вопросы. Отчет должностных лиц – это программа, в которой есть открытость, взаимосвязь и возможность задать онлайн вопрос. В этом выпуске выступит с отчетом о проделанной работе заместитель главы, руководитель аппарата окружной администрации города Якутска Михайлов Георгий Николаевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Как мы знаем, уже 5-й год вы являетесь заместителем главы, руководителя аппарата окружной администрации города Якутска. Расскажите, пожалуйста, основные задачи, в чем заключается ваша должность и ее функции. Еще раз добрый вечер. Руководитель аппарата – это, скажем, человек, который координирует работу всех структурных подразделений, всех сотрудников окружной администрации города Якутска. Достаточно большой пласт работы. Это, допустим, все кадровые вопросы, все вопросы по взаиморасчетам окружной администрации, организационная деятельность, это контроль поручений, выпуск нормативно-правовых актов, работа Якутской городской думы по проведению сессий, подготовка документов, это работа по связям с общественностью, в том числе по работе, по деятельности портала OneClick Якутск. Кроме этого, работа по внешним и межрегиональным связям, и работа с правоохранительными органами окружной администрации города Якутска. Здесь мы достаточно за 5 лет, думаю, что кроме этого еще один большой пласт работы – это внедрение информационных технологий в окружной администрации. За 5 лет мы, думаю, что продвинулись достаточно сильно в области развития информационных технологий. Сейчас в окружной администрации мы работаем на 2 больших системах. Это система в области развития внедрения информационных систем в область земельных и градостроительных направлений. И кроме этого объединенная система в области планирования, финансов и закупок всей окружной администрации. Эта работа занимает тоже достаточно большое время. И кроме этого, я сам про себя шучу, что руководитель аппарата – это тот человек, который занимается всем тем, чем не занимаются другие заместители главы. Хорошо. Может быть, расскажете про направление, в котором очень большое внимание в работе? Как я сказал, что курируя вопросы внедрения информационных технологий, Александр Сергеевич, глава города, он поручил мне это направление курировать и работать. Первое, то, что мы встретились, это вообще несовершенство всех информационных систем, которые были внедрены в окружной администрации. И самым первым делом мы внедрили систему электронного документооборота, которая работает во всех структурных подразделениях. В этой работе мы встречаемся с большими трудностями, конечно, на местах, потому что ко всему новому человек привыкает достаточно плохо, сопротивляется. И у нас такое было. И когда мы достаточно серьезно ведем разъяснительную работу, и показываем примером, как это может улучшить производительность труда, вообще эффективность работы всех структур. На это большое внимание уделяем. И, конечно, в организационной части это все городские мероприятия, республиканские мероприятия с участием городского округа. Это проходит через тоже структурные подразделения окружной администрации, которые входят в курируемые мои направления. Достаточно много тоже времени уходит на составление сценариев, на составление списков, на составление согласование всех процедур,
которые проходят при организации больших крупных мероприятий. Ну, в городе Якутске такими крупными мероприятиями, конечно, является это проведение всех выборных мероприятий. Вот все сотрудники окружной администрации у нас закрепляются за избирательными участками, которых мы должны обеспечить сейфами, телефонами, видеонаблюдением, ну и всем, чем мы должны обеспечить участковые избирательные комиссии. Ну, пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность семьям наших сотрудников окружной администрации, которые, невзирая ни на что, работают и в выходные, и в неурочное время для того, чтобы и выполнять, так скажем, свои прямые обязанности, и работать вот на общественных началах по решению вопросов различного характера. Кроме этого, кроме выборных мероприятий, у нас основными являются это отчеты окружной администрации, которые проходят в начале января. С 9 января у нас уже начинается проведение отчетов. За временем, датой, если пользователи заинтересуются, прошу посмотреть на сайте yakutsk.rf.rf. Ну и, конечно, это майские праздники большие, парад первомайский, 9 мая, потом идет следом у нас ИСЭХ, тоже большой праздник, потом День города. И вот в последнее время это у нас фестиваль «Зима начинается в Якутии», на который тоже приезжает очень много гостей, которых надо всех отследить, встретить, потом и проводить. Ну, вот основные направления работы. Ознакомилась с вашим отчетом и вычитала, что в этом году провели волокно интернет, чтобы была на ИСЭХе прямая трансляция только в этом году. В прошлых ИСЭХ постоянно были проблемы с интернетом. Ну, данной проблемой мы занимались достаточно долго. Конечно, выходили и на ТТК, когда он только появился года 3 назад, потом с Ростелекомом долгое время работали. И в этом году, вот, благодаря тоже Ростелекому, мы проложили наконец-то оптику на Юскотек, которая решает вопросы прямой трансляции, потому что это наш самый любимый национальный праздник. Надо в онлайне показывать все мероприятия, которых происходит около 100 на территории Юскотына. И, конечно, мы в предыдущие годы, конечно, благодаря резидентам технопарка выходили из ситуации через спутниковый интернет, но тоже каналы невозможно было удовлетворить и обеспечить то качество, которое требовалось нашим гостям ИСЭХа. И с этого года, в принципе, вопрос уже решен, и можно напрямую уже общаться через свои смартфоны, через средства связи, напрямую со всем миром и транслировать. Поэтому это очень хороший проект. Думаю, что он даст свои плоды уже в последующем. Благодаря этому мы в этом году ввели прямую трансляцию игр Тыгына на НВК Саха. Потому что для того, чтобы проводить прямые трансляции, у нас НВК Саха всегда было готово, но мы не могли обеспечить качество связи. Отчет кадровой работы. В текущем году вами проведено 12 заседаний комиссии по проведению служебной проверки действий и бездействия сотрудников окружной администрации города. По результатам к мере дисциплинарной ответственности рекомендовано привлечь одного сотрудника. Скажите, пожалуйста, по какой причине был привлечен? На самом деле, конечно, кроме этих отчетов есть еще проведение служебной проверки. Это есть еще другие комиссии, в которых я тоже работаю. Это, например, комиссия по противодействию коррупции и соблюдению конфликта интересов. И этих проверок было гораздо больше. Конечно, по обращениям граждан в основном проводим мы служебные проверки, когда тот или иной факт, в основном в области земельных отношений, обращаются жители. Грубо говоря, последний факт, который мы рассматривали, это человек обращается уже несколько раз в окружную администрацию и по получению земельной услуги всегда отказывают сотрудники структурного подразделения окружной администрации, и через какое-то время на этом же земельном участке появляется человек, собственник, который уже начинает строиться. Ну, конечно, у гражданина появляется масса вопросов, каким образом этот человек получил. Но в основном такие вопросы мы расследуем.
И, конечно, здесь наблюдается и вот, в некоторой степени тоже наши сотрудники, мы признаем, что сотрудники окружной администрации не в соответствии с регламентом сработали. И, конечно, мы привлекаем их к дисциплинарной ответственности. Самое первое – это, конечно, замечание, выговор или увольнение. А для того, чтобы все это было прозрачно, мы уже внедряем, 2 года назад внедрили геопортал города Якутска, на котором каждый житель города может посмотреть всю информацию по земельным участкам, по зонированию и по другим нормативным актам окружной администрации, для того, чтобы вот эти обращения были гораздо меньше, и работа окружной администрации приобрела прозрачность именно принятия решений. Хорошо. Следующий вопрос. В декабре 2017 года был проведен отбор кандидатов в резерв городского округа. Приняли участие 80 участников. Эта игра называется «Молодежь. Энергия развития города Якутск». Отобраны из 80 45 участников, с которыми были подписан договор, контракт и проходит обучение, и сейчас проводится работа вместе с ними. Расскажите, кто туда попал и единоразовая ли это была программа? Нет, это работа постоянная, текущая. Надо признать о том, что ранее у нас в окружной администрации эта работа проводилась достаточно формально. И с этого года мы вплотную занялись именно формированием качественного резерва, кадрового резерва окружной администрации. Это не означает, что человек, который находится в резерве окружной администрации, обязательно будет трудоустроен где-то в окружной администрации, но при, допустим, проведении каких-то конкурсов на замещение вакантной должности или при каких-то других обстоятельствах этот человек обязательно будет рассмотрен на ту или иную должность. Участниками были в основном участники деловой игры «Молодежь. Энергия развития», которая в этом году провелась 5-й раз. В следующем году она будет проводиться 6-й раз. Это молодые люди, жители города Якутска, которым не исполнилось 35 лет и которые не участвовали в играх «Молодежь. Энергия развития города Якутска» и в игре «Министр». Потому что игра «Молодежь. Энергия развития» является отборочным этапом для участия направления кандидатов от городского округа в игре «Министр». У нас, кроме этого, также, кроме участников этой деловой игры, были люди, которые ищут работу или работают где-то в других структурах вне окружной администрации, в органах власти федеральных или в республиканских, которые хотят себя попробовать именно поработать на муниципалитете. И, конечно, проводится несколько этапов работы с кандидатами для включения. Это тестирование, это собеседование, и около половины, свыше половины людей от количества заявленных дальше будет работа, потому что по итогам проведенной работы выявляются слабые стороны у человека. Может, у него есть какой-то пробел в работе по выступлению, может быть, командообразование у него чуть-чуть хромает. Поэтому в этом направлении мы должны обучить человека, дать ему знания, чтобы он по истечении, уже после назначения, до назначения уже был готовым человеком, который может внести пользу в работу окружной администрации. То есть любой желающий до 35 лет поэтому, может принять? Да, со всеми объявлениями можно следить на сайте якутск.рф или на газетах нашей газеты, на страницах нашей газеты «Эхо столицы». Здесь еще про гранты этого года. Выделили около 21 общественная организация получила на общую сумму 4 миллиона 250 тысяч. Тоже расскажите, кто может участвовать и каким способом вообще, тоже ежегодная же это грант идет? Это ежегодная работа окружной администрации. Здесь могут принять участие любая некоммерческая организация, которая работает на территории городского округа город Якутск. Очень много заявлений поступает именно по изданию книг, допустим. Потом достаточно, мы, конечно, упор делаем на социальные вопросы, для того, чтобы детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, или
маломобильным группам населения как-то оказать содействие. Ну, на мой взгляд, это получение грантов, ну, в том числе и народного бюджета, это... Ну, это совершенно отдельные, да, по идее. отдельные. Но, допустим, мы на этом проекте именно прорабатываем какие-то вопросы и смотрим вообще необходимость и нужность проекта, потому что в последующем, чтобы эти проекты уже закладывались в бюджет города Якутска и уже на постоянной основе финансировались за счет определенных программ. Поэтому эта работа у нас постоянно проводится. Мы иногда отказываем, конечно, не все проекты у нас проходят сито конкурсной комиссии. Ну, если что, кто-то смотрит, кому-то, если комиссия отказала, прошу прощения, обращайтесь в следующий раз, в следующем году, и, может, мы рассмотрим обязательно. И если будет достаточный довод для принятия положительного решения, конечно, его примем. Речь сейчас зашла по народному бюджету, проект народного бюджета. В прошлом году, получается, реализовано было в течение этого года уже, которые заявки поступили в прошлом году, 42 проекта, и на общую сумму 29 миллионов 962 тысячи. В этом году также поступило более 180 заявок. Сейчас идет рассмотрение комиссии, сформирована комиссия. И тут вытекает вопрос, у всех, всем интересно, будет ли в Якутске крематорий и памятник якутской корове. Почему-то они очень активные, две позиции. Ну, к сожалению, я в состав экспертных групп, которые, по народному бюджету у нас двухступенчатая система отбора. Сначала они разделяются на направления и работают экспертные группы. Я в составе экспертных групп не вхожу, поэтому, к сожалению, досконально не знаю об этих проектах. А я вхожу в состав уже конкурсной комиссии, которая будет итоговое решение принимать и вносить предложение руководству города для того, чтобы для принятия решения. Ну, по якутской корове я проект слышал, и я сейчас не готов ответить, будет ли поддержано или не поддержано, потому что 30 миллионов это мало или много, да? В последнее время пошли проекты, которые общая стоимость может достигать уже 15 миллионов. Да? На мой взгляд, это чуть-чуть неправильно, потому что именно мы должны постараться сделать именно те проекты, которые будут благами, которого будет пользоваться максимальное количество наших жителей. По крематорию я тоже проект не смотрел, и поэтому, конечно, проект интересный. Ну, мне кажется, что он достаточно такой, который не пройдет, скорее всего. Мало востребованный будет. Может быть, мало востребованный, но скорее всего, по моим догадкам, скорее всего, это очень такой большой требуется затрат финансовых для постройки этого объекта. Второй блок у нас блиц-вопросы подготовлены, которые заранее. Георгий Николаевич не знает. Давайте приступим. Первый. Сколько стоит проездной тариф? Я езжу по единоразовый 25 рублей, а проездной тариф, насколько я знаю, он зависит от стоимости поездок, от количества поездок. Так, на что обращаете свое внимание, когда разговариваете с человеком? Ну, на глаза. Что вы считаете самым дорогим в вашей жизни? Семья. Откуда вы черпаете энергию? Скорее всего, я черпаю энергию от общения именно с интересными людьми. Семья, мои родные, ну и единомышленники, и друзья, с которыми я, если время, конечно, появляется, которого катастрофически не хватает, бывают случаи, когда я встречаюсь с одноклассниками, с друзьями, с родственниками. От них, конечно, я черпаю достаточно много позитива, который меня заряжает на дальнейшую работу. Как вы оцениваете свою работу? Вы отличник, хорошист, троечник? Бывает, что и двоечники существуют? Ну, это достаточно сложный вопрос, да, как оценивать. Скорее всего, я сам себя оценивать не смогу, а оценивать, скорее всего, будет руководство или население, для которых мы работаем.
Я сам себя вот, по внутренним ощущениям, конечно, оцениваю на удовлетворительно, потому что вот, по каким критериям, да, тоже там критериев достаточно много, по количеству, вот, скорее всего, поддержанных каких-то идей, каких-то проектов, именно поступающих от населения города. Как вы думаете, повлияла ли ваша работа в окружной администрации вот в течение 5 лет? На меня как на личность? Нет, наоборот, влияние в сфере работы. Не на вас, а наоборот, вы повлияли. Ну, как руководитель аппарата я стараюсь пресекать все какие-то кулуарные войны, какие-то там аппаратные войны, и стараюсь делать все открыто, все вот, справедливо. Ну, думаю, что это, наверное, последующие руководители или последующие сотрудники, которые будут работать, будут сравнивать. Ну, думаю, что любой человек, который работает, он вносит какой-то вклад. Или отрицательный, или положительный. Надеюсь, что мой вклад будет положительный. Хорошо. Ради чего вы просыпаетесь каждое утро? Ну, конечно, я просыпаюсь ради семьи. Каким вы видите себя в старости? Я долго думал над этим вопросом. Точку, да, задаю. Точку вы даете, потому что я, вот, ну, меня тоже когда-то спрашивали, как вы себя видите в старости. Я представляю себя в старости сидящим почему-то на кресле качалки, у которого на коленях сидят очень много внуков, ну, достаточно много внуков, и которым я рассказываю про свою жизнь. И самое главное, чтобы мой рассказ был интересным для них. Вот если им это будет интересно, я думаю, что я жизнь прожил не зря, и что-то я в этой жизни сделал. Хорошо. Кем и как вы видите себя через 5 лет уже? Более легче, да, вопросы? Ну, через 5 лет я, скорее всего, тоже работать буду в области муниципальном, потому что Айсен Сергеевич после выборов он подписал контракт с нами на срок полномочий. Срок полномочий главы города истекает через 5 лет. И, ну, надеюсь, что меня не уволят и буду работать на той же должности. Третий блок – это наша задача максимально быстро ответить на текущие вопросы «за» или «против». Их всего лишь 10 штук, и поэтому они пройдут очень быстро. Ипотека. Да. У нас задача отвечать «за» или «против». За. Здоровый образ жизни. За. Чистый город. За. Социальные сети. За. Вегетарианство. Против. Однополые браки. Против. Мост через реку Лена. Скорее за. Айфон. За. Подняться на Эверест. За. Старость. За. Все, мы закончили все 3 блока. Отчет должностных лиц вы сможете увидеть каждую среду в прямой трансляции Instagram. Подключайтесь в 19:00. Георгий Николаевич, подходит выпуск к завершению. Что бы вы пожелали жителям города Якутска уходящий 2017 год? Уважаемые жители города Якутска, уважаемые пользователи портала OneClick Якутск, от себя лично я хочу пожелать в этом году у нас был год добра. Вот это добро, которое было, вы, пожалуйста, возьмите с собой в следующий год, пусть оно только приумножается. Вы сами тоже творите добро. Ну и хочу пожелать, конечно, самого крепкого здоровья вам и вашим близким. И пусть все, что плохое было в этом году, останется в этом году, а в следующем году, чтобы у нас у всех было процветание, сопутствовал успех и все мы были здоровы. До скорой встречи. Не пропускайте прямую трансляцию, которая проходит каждую среду в 19:00 в профиле Инстаграма. До скорой встречи. До свидания.